Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. ГУП ЖКХ Республики осуществляет свою деятельность в населенных пунктах 26 районов региона. За оставшееся время действия автозимников предприятию необходимо обеспечить все свои филиалы в районах топливом и другими производственными материалами. Как пережили зимний период филиалы предприятия, когда начнется подготовка к следующему отопительному сезону? Гость студии Виталий Чикачев, генеральный директор ГУП ЖКХ Республики. Виталий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Завершается северный завоз по автозимникам. Все ли предприятия обеспечены необходимым запасом топлива? Да, в период зимних у нас перевозок, у нас объем составляет 618 тысяч тонн топлива. Это на 50 тысяч тонн больше, чем в прошлом году мы завозили, ввиду того, что у нас увеличивается мощностя котельной, увеличиваются наши потребители, поэтому, соответственно, и завоз топливно-энергетических ресурсов у нас тоже увеличивается. Если говорить по ситуации, то на сегодняшний день у нас 75% уже доставлено до пунктов назначения, и в течение, оставшегося месяца до закрытия автозимников мы должны завести еще 160 тысяч тонн. Вот, я думаю, мы успеем. На сегодняшний день на перевозках у нас задействовано более 670 автомашин. А как отработали объекты предприятия в период низких температур? Какие возникли проблемы и как быстро удавалось их устранить? Ну, отопительный сезон у нас проходит стабильно. Чрезвычайных ситуаций таких у нас нет. У нас на сегодняшний день и в целом, при прохождении отопительного сезона был создан неснижаемый страховой запас продукции технического назначения на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий. Создан неснижаемый запас топливно-энергетических ресурсов не менее 10 суток. Также у нас есть резервный фонд на ликвидацию аварийных ситуаций, это более 100 миллионов рублей. Поэтому в целом отопительный сезон проходит у нас стабильно. По предварительным итогам, конечно, можно сказать, что у нас технологических нарушений в этом году на 20% меньше. Поэтому, думаю, и до конца отопительного сезона тоже никаких проблем не должно быть. Успеете ли доставить по автозимникам материалы для летней ремонтной кампании? Когда начнется подготовка к следующему отопительному сезону? Ну, традиционно подготовка к отопительному сезону у нас она начинается еще не успев закончиться. Поэтому мы работаем на опережение, на полгода вперед. Вот на примере подготовки к отопительному 2022-2023 года мы ремонтную программу уже сформировали в летний период. В сентябре месяце у нас проведены были конкурсные процедуры по отбору поставщика, оборудования, и в декабре месяце мы подписали все контракты. На сегодняшний день оборудование все доставлено до пунктов назначения. Это 95% мы закрыли оптические и труднодоступные районы, период как раз работы автозимников, чтобы уже в арктических районах спокойно после отопительного сезона в июне месяце спокойно начать подготовку к следующему отопительному сезону. Поэтому в этой части мы работаем на опережение, учитывая наши природно-климатические условия. В числе перспективных направлений развития предприятия, реализация мероприятий инвестиционной программы ГУП ЖКХ Республики. Какие мероприятия осуществляются на данный момент? Продолжается ли модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения? Вот в рамках нашей инвестиционной программы, которая была у нас одобрена на экономическом совете правительства Республики Саха-Якутия, утверждена нашим отраслевым министерством ЖКХ и энергетики, у нас реализуются наши все стратегические мероприятия в рамках теплоснабжения, по водоснабжению, водоотведению и также по транспортировке твердых коммунальных отходов. Что касается теплоснабжения, то в прошлом году мы в рамках инвестиционной программы реализовали и построили 10 объектов. 10 объектов новых, это котельные у нас. 5 котельных мы построили в горном районе путем перевода с угля на газ. То есть новые 5 газовых котельных построили, и 5 котельных мы закрыли аварийные, которые у нас были по предписанию Ростехнадзору к оптимизации.
Это у нас в Оленёкском районе, в Тампонском районе, в Анабарском районе. Поэтому постепенно мы реализовываем нашу инвестиционную программу. В этом году у нас в плане 12 строительства котельных в 10 районах нашей республики. Это в Амгинском районе, в Татинском, Мегино-Кангаласском, Алепинском, Вилюйском, Верхневилюйском районе. Поэтому тоже планируем к началу отопительного сезона все эти объекты у нас построить и реализовать. А в каких федеральных программах участвуют предприятия? Мы в федеральных программах начали работу свою с 2020 года. Первые объекты у нас введены в городе Алепинске. В прошлом году мы по программе «Чистая вода» реализовали этот проект. В этом году также планируем реализовать проект по программе «Чистая вода» в селе Амга и в селе Алтанцы. Строим водовод, водоочистные станции для обеспечения данных населенных пунктов чистой водой. Также реализовывается у нас проект в селе Барагонцы через фонд реформирования ЖКХ. Объект на сегодняшний день на 95% готов. Поэтому здесь он не просто объект для нового строительства, это для нас экономически такой выгодный проект, потому что мы закрываем 2 нефтяные котельные, которые работают на дорогостоящем топливе, и строим одну котельную мощностью 18 мегаватт на местном угле. И по году у нас экономия составит за счет замещения другого вида топлива порядка 80 миллионов рублей. К источникам централизованного теплоснабжения ГУП ЖКХ Республики ежегодно подключают новые объекты соцкультбыта и жилые дома. Сколько домов получили центральное отопление в прошлом году? Каковы планы на этот? Ну, динамика у нас с каждым годом она меняется. Да? Вот в прошлом году мы подключили 800 индивидуальных жилищных строительств, 44 многоквартирных дома по программе переселения, обеспечили теплоснабжением, и 37 объектов социальной сферы по республике мы тоже обеспечили теплоснабжением. Это все новые объекты, которые были построены по разным программам, поэтому, конечно, и свои объекты, и свои тепловые сети мы должны были модернизировать. И планы на этот год, планы у нас тоже не меняются, но учитывая то, что по стране идет социальная газификация, то есть у нас сокращение именно будет по индивидуальному жилищному строительству. То есть часть населения в деревнях, она перейдет на автономное отопление, на газ. А многоквартирные дома и социальные объекты, конечно, планы у нас не меняются, мы также будем продолжать подключать их. С 2019 года ГУП ЖКХ Республики выполняет обязанности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Арктике. Какая работа ведется с муниципальными образованиями по созданию объектов обезвреживания ТКО и в каких районах? Да, с 2019 года нас объявили региональным оператором. В 2020 году мы полностью провели работу по замене контейнеров в санитарных точках, установили более 800 контейнеров в железном исполнении, металлическом исполнении, закупили для этих нужд 31 специализированную технику банковоза, чтобы сократить свои эксплуатационные затраты и чтобы эффективно работать по транспортировке мусора. И в 2021 году для утилизации твердых коммунальных отходов мы начали реализацию по закупу мусоросжигательных установок. Первая мусоросжигательная установка у нас установлена и уже введена в эксплуатацию. Это в поселке Чукурдах Алайховского района. Здесь, надо сказать, из 100 кубов твердых коммунальных отходов, которые были сжжены, в части золы осталось всего 3 куба. То есть основная вся масса, практически 97%, оно все было утилизировано. И такие же установки мы в этом году приобрели, и сейчас в период автозимником у нас доставляется до села Соскалах Анабарского района и село Хану Момского района. Поэтому в арктических районах, где мы являемся региональным оператором, также у нас будут закуплены и дальше продолжены эти мероприятия по утилизации твердых коммунальных отходов. ГУП ЖКХ Республики является застройщиком полигона размещения твердых коммунальных отходов в Якутске. Как ведется работа в этом направлении? Да, для нас действительно этот такой большой мегапроект.
вот, потому что аналогов в республике Саха-Якутии нету, и я бы сказал, даже в России нету, потому что этот полигон по, значит, новейшим технологиям, современный полигон, впервые вот будет строиться на вечной мерзлоте. Вот что с нами на сегодняшний день нами сделано, да, у нас разработана проектно-сметная документация, прошли мы экологическую экспертизу, главгосэкспертизу, прошли публичные слушания, да, с населением, поэтому на сегодняшний день все положительные заключения от всех инстанций и надзорных органов есть, осталось только его реализовать. В прошлом году мы взяли кредит в Сбербанке на эти мероприятия, и в этом году, буквально на этой неделе, мы уже будем проводить конкурсные процедуры вот, по строительству объекта. Но если вкратце сказать про этот объект, он будет у нас находиться на 27-м километре Вилюйского тракта, размещаться на площади 47 га, то есть это будет современный объект сроком на 25 лет. В части полигона будет находиться 5 карт, где будут размещаться, значит, твердые коммунальные отходы. Вот, поэтому в этом году мы должны реализовать первые 2 карты, которые уже спокойно будем принимать на новом объекте. 9-й километр Вилюйского тракта, это действующая свалка, так скажем, да, она должна быть уже закрыта и рекультивирована. При этом мы свою работу синхронизируем со строительством мусороперерабатывающего завода, который у нас строит частная компания в рамках концессионного соглашения. И получается, на наш полигон должно где-то 60% мусора от общего объема, который заводится на переработку, прийти уже к нам. То есть не весь мусор к нам будет приходить только 60% от всего объема, который у нас, значит, накапливается и будет переработан на мусороперерабатывающей станции. Поздравляю вас с предстоящим праздником, Днем работника ЖКХ и бытового обслуживания населения. Спасибо. Я, пользуясь случаем, тоже хотел бы поздравить своих коллег. Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, уважаемые ветераны отрасли, от многотысячного коллектива ГУПа ЖКХ, себя лично поздравляем вас с нашим профессиональным праздником. Хотим вам пожелать крепкого здоровья, мира, добра, благополучия вашим семьям. И, конечно же, пожелать успехов в работе, новых производственных показателей, новых достижений и новых побед. Виталий Семенович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, мы поговорили о деятельности предприятия ГУП ЖКХ Республики. Оставайтесь на нашем телеканале.